Выхожу я на улицу в 4 часа утра, чтобы к 6, к открытию метро, дойти до станции метро Горьковская. Там выходящие из метро кормят, поют, жертвуют деньги, иногда с подарками, одевают, обувают. Я как Дэнди лондонский одет, о чем писал Александр Сергеевич Пушкин. Мой любимый район – бывший Октябрьский, Театральная площадь, на которой меня ребенком выводили гулять. Жил в доме двоюродного брата деда Лермонтова. С 6 января 2018 года мне исполнилось 67. Зовут меня Вячеслав, что в переводе означает «более славный», например, Александра или Ильи. Фамилия осталась на девичьей, Раснер, фамилия отца, Царство Небесное. Я пенсионер, ведущий активный образ жизни. Разработал собственную авторскую экскурсию, которая называется «Невский проспект. Дом за домом». Но это в газете написали самый известный бомж Петербурга. До России еще не дошло. Надеюсь, что стану и всероссийским самым известным бомжом. В понедельник по пятницу Алла выходит из метро Горьковская, бежит на работу, вручая мне бутылку с горячим чаем, получая порожнюю на обмен и бутерброд. Солью, надеюсь? Нет. Вы любите с солью? Вообще, лопнет. Вот, Я бутерброд. клиент, который всегда прав. Хорошо. В следующий раз, значит, будет с солью. Ладно, всего доброго. Я много лет выхожу на этой станции метро и обратила внимание на человека, который сначала сидел с собакой и очень трогательно к ней относился, невзирая на свое положение, такое удрученное, всегда делился любым куском с этой собакой. Потом я обратила внимание на этого бездомного, который читает книжку, где вы найдете человека, в такой сложной ситуации, который не теряет свой вообще стержень, да, вот, стремление жить, при этом читает книжки. Вот потом случайно увидела в соцсетях, у него очень яркая внешность, так скажем, и узнала, что это бывший учитель попал в такую трудную ситуацию. Теперь я ей сказал, что Алла в настоящий двух товарищей брат, потом сообразил, что не брат, а сестра. Некоторые только угощают, а нам, дай Бог здоровья, чтобы можно было что-нибудь пожевать и запить, не в сухомят. Когда вход в метро был открыт в течение дня, я стоял там до 8:30, затем уезжал на метро, чтобы в 9 утра быть у выхода из метро Адмиралтейское в ожидании экскурсантов. Ирочка принесет еще дневник, метро и вкусняшки. Я называю Ирина Роднина, олимпийская чемпионка. В связи с тем, что вход в метро закрывают, я отменил 9-часовую экскурсию, если придут экскурсанты. Ухожу оттуда пешком и прихожу к 12 дня. Стою до 15 минут, никого нет, ухожу. Возвращаюсь к 15, тоже до 15 минут. Иногда люди приходят на экскурсию, иногда нет. Все от Бога. 1,5 часа иду до Горьковской, от Горьковской час и сюда час, значит 3 часа. В общей сложности, значит 15 километров получается. Знакомая, у которой отдельная квартира с обособленным входом в подворотне, подарите свои комнаты моему знакомому коммерсанту, он купит вам отдельную квартиру, оформляйте ее только на себя. Я как юный пионер. Дочке 13 лет. Обязательно мы к вам придем. Всего вам доброго. Спасибо, храни вам Господь.
100 рублей на кофе. А коммерсант предложил, давайте будем совладельцами, полквартиры владеете вы, полквартиры владею я. Я понял, что тут что-то не то, но постеснялся, что человек заплатил миллионы, согласился. Какое-то время приходили квитанции на 2 фамилии, на его фамилию, на мою фамилию. Потом познакомился с соседом, живущим в соседнем дворе, двор вдоль Рижского проспекта, где я получил эту квартиру. «Пропиши себе моего племянника», попросил он. Он подделал подпись моего совладельца, мою, и в июне 2007 года получил квитанцию об оплате жилплощади на какую-то Кочанову. Поставил известность своего совладельца, предложил: лучше оставьте квартиру в целях безопасности. Это предложил мой совладелец. А сосед из соседнего дома оказался черным риэлтором, на которого на лбу об этом не написано. И вот 13 июня 2007 года вышел на улицу, стал уличным гаврошем. И сколько человек должно быть? Минимум хотя бы один. Сколько стоит? Предлагаю решить самим. Или 600 рублей, или 600 евро. Начинается гомерический фонд. Но однажды, сортируя купюры, обнаружил 10 евро. Вся работа кому сдачу. Простите, вы согласны, что вы только экскурсовод? Я говорю, конечно. А и не только ваши экскурсанты, еще ваш клиент. Надеюсь, знает, что клиент всегда прав. Сдачу не надо. Дай бог здоровья. А так часто бывает, что никто не приходит? Бывает. Никто не приходит. Вы расстраиваетесь? Нет. Что ж, стреляться, что ли? Я член Совета куклы знатоков, член жюри городского конкурса «Лучший юный курсовод года». Решил, что надо не только самому знать город. Мы, наверное, года 3-4 там назад начал обзорное по всему Невскому, правда, до реки Мойки, который сейчас вожу, рассказывая о каждом доме, потом от Мойки до Дворцовой площади тоже о каждом. Никого сегодня не было. Бывает. Или никого, или кто-нибудь, или группа аж 28 экскурсантов. Это с помощью интернета, в который меня ввели. А я не знаю, как выглядит компьютер. Вот узнал, что у меня там открыта моя собственная страничка. Кто открыл? Господь ведает. Ночевал на улице. Нашел рядом с Троицким собор замороженную стройку института, ночевал там. Зимой, соответственно, такая же температура, как на улице. Кто-то подарил мне спальный мешок, дай бог здоровья. В него я залезал, и ни одного ОРЗ, значит, Бог не согревает. С 2007 года до, вот, вселился в прошлом году сюда. Благодаря Любови Александровне, которая называет себя поклонницей моего таланта. Каким-то образом отвела меня в администрацию района, которая выделила мне это помещение. Это дом социального пребывания. В прошлом Октябрьском районе я получил квитанцию 4816 рублей 58 копеек. Надо заплатить за прошедший январь. Мне жертвуют, поэтому оттуда, если их не достаточное количество, значит, с экскурсантов, надеюсь, которые ко мне будут приходить. Я прошу прощения за диспетчера. В воскресенье, будучи верующим человеком, с детства сначала хожу в храм, поэтому экскурсия только в 15 часовая можно. Иду в храм. Первоначально Святой Троицы и гвардии Измаильского полка.
первый в Советском Союзе магазин самообслуживания. Открыли дверь в магазин, и покупатели, вошедшие, разинули рты. Лежит товар, а продавцов нет. Я закончил педагогический институт, который стал университетом, наверное, потому что я там учился. Учитель географии и биологии. Но со школьниками встречаюсь до сих пор в хореографическом. И здесь был Дом пионеров Октябрьского района, в который я ходил на занятия в хореографических кружках. С 6 утра, под 6 утра начинается служба, поэтому люди жертвуют, идущие на службу, жертвуют и кормят, дай Бог здоровья. В отличие от моей кузины, которая вышла на лестничную площадку и задала родственный вопрос: зачем ты к нам пришел? Потому что я из больницы после операции. Ну и что? Иди все в квартиру. Ты знаешь, что я бомж. А мне какое дело? У меня дети. Мне было 65. Кузина на 3 года меня младше. Сыновьям не по 3 годика. Развернулся и ушел. А люди посторонние, именно которых не знаю, относятся более человечно. Совсем это Алла, дай Бог здоровья. Татьяна, с глубоким для тебя прискорбием извещаю, что полюбил другую. Это Ну так, Екатерина. а чё ж, какой ж тут прискорбие? Как у Лермонтова, пока играет жизни силы, дыша, как говорится, грудь вздымается, пускай сладкий голос поет о любви, как у классиков. Любил-то тебя, теперь полюбил другую. Для Да тебя ладно, я- прискорбие. Одно лишь постоянство Богу. Чё ж удивляться? Вот так и стою. А вы нам расскажите, кто это? Здравствуйте. А меня Татьяна не надо Сергеевна. снимать. Меня не, я болею сегодня. Видите, даже чтобы вас не заразить, мне он позвонил вчера, я даже маску одела, потому что я хочу, чтобы вы были живы-здоровы. Ну просто грипп, я, видите, зачем буду на людей кашлять? А вы Лермонтова откуда знаете так хорошо? Обожаю Лермонтова. Ну, Пушкина невозможно не любить, а Лермонтов нет. Я думал, ты меня любишь, а ты, кажется, Лермонтова. Ну как же без Лермонтова-то? Слов нет у меня. Ну а как же? Коварное женское непостоянство. Ну, коварство и любовь рядышком ходят. А вы чем занимаетесь, Татьяна? Никак умереть не могу, вот чем я занимаюсь. Каждый день прошу Господа, ну Бог Дудочка смерти ты не дает. после этого. А как Прости, же? Господи. Всю жизнь работала, а так как коленки отказали, теперь работодателю не нужны. Понимаете? А кем вы работали? У меня бригада была в энергокомплексе. Наш этот рыжий Чубай все разворовал. Сейчас занимается нанотехнологиями, разрывает. Там теперь все в клочья разносят. Поэтому у меня бригада была 44 человека. Как все это развалилось, ничего сразу в стране не надо стало. Работала в производстве. 2 созыва депутатом была, как говорится, в Калининском районе. Понимаете? Дай Бог здоровья, счастья. Спасибо, Господи, Спасибо. радости вам. Спасибо, Господи. Вот ее бы поснять в этих лампасах. Счастья, радости вам. Здравствуйте еще раз. Праздником вас, миленько. спасибо. Вам Господь. здоровья, счастья вам, миленько. Простите нас грешных. Спасибо. Пойдемте налево. Там дама ей давали купюры. Бог велел делиться. Пусть делится. Ну что, миленькие, зашли, свечечку поставили, да?
Женщина, моя профессия рекетер. Давай деньги, деньги давай. Давай Что деньги, это ты деньги давай. танцовываешь-то? Ты Давай что? деньги, деньги давай. Ты так не танцуй, а то я тут упаду еще. Ты что, я же уже... Беру пример со Стаффа Бендера. Стоподендер? Да. 100, 50. Я не успеваю. Так вы быстро, как говорят великий русский могучий, ложите, что не успеваю. Это я за лекарства ему Есть. деньги отдаю. Он мне в долг покупал, я ему за лекарства деньги отдаю. 250. Вот. Так, 300. Произведем обмен валюты или не произведем? Я сегодня посчитал по 100 штук. И то не все. Вы тут сказали 100 штук или сколько? Они Я пересчитаны. считал, пересчитать, конечно, доверяй на доверие. 2, 3, Я имел в виду 6. по 100 штук всех. Хозяин сам ест и пьет, а гостей нет. Вы проголодались вообще с утра? Конечно, на воздухе. Все проголодаетесь. Я не помню, когда я вчера ел. Я о том, что я пищу принимаю, а вы гости приезжие нет. Стыду моему. Что сегодня там батюшка на проповеди говорил? Я так и не подошла, не успела. Есть такое качество Вячеслава Романовича, редкое качество, наверное. Вот все-таки как-то вот, несмотря на обстоятельства, не падать духом, не опускать руки. Я думаю, что многим может быть примером в том, как надо в любых обстоятельствах, конечно, вот уметь дарить людям какой-то свет, вот, нести культуру в общество. Вот я не побоюсь этих громких слов, на самом деле, это вот редкое качество, и когда вот думаешь об этом, то как-то легче, что есть такие чудаки еще у нас, да. Слава Романович, я взяла 150, 100, Нехорошая девочка. больше не могу. Он тяжелый. Так пусть лежит до следующего Нет, воскресенья. я могу отпроситься. Такой ответственности я себя не возьму. У нас сейчас выручка, знаете, сзади 2000, 2700. С собой забираем. Хорошо. Просто надо засыпать. Куда вам это сложить? Да в рюкзак, пожалуйста. Ложьте. Замок ремонтируем. Какой замок надо тоже? Надо ремонтировать. Киски. Закрываем дверь, чтобы не вытащили. Как телевизор. Британки. Так. Сначала прошу прощения за подробности в офис. Срочно. Я хотел попасть в кадр вместе с этим самым, с прибором, который регулирует давление. Скажите, вы зачем с собой носите? Так, приглашаю на экскурсии
Экскурсант платит 600 рублей за экскурсию. Когда у меня набралось 20 экскурсантов, 19 сначала, я вложил свои 600 рублей и купил прибор, регулирующий давление. Когда появился 20 экскурсант, заплатил 600 рублей, я вернул свои, вручил в качестве подарка. Но если меня кормят, поют, и за квартиру свою жилплощадь я заплачу на пожертвование. Отдача должна быть порядочность ради. Кухня средний – это офис, ванна тоже зависит. Офисом вы туалет называете? Естественно. Культурное название. Садитесь, я за вами ухаживаю. Ваша жизнь резко изменилась после того, как вы начали эти экскурсии водить? Думать, да, потому что общаюсь с людьми. Не чувствую себя в одиночестве. Вот появились две британочки. Катя, как государыня Екатерина Великая, и Лиза, как Елизавета Петровна, императрица. Слушайте, а вы давно не принимали гостей? Впервые. Сколько лет у вас гостей не было? Ну, я тут с ноября. Сколько у меня есть? Я в 2008 ушел. Значит, 10 лет получается. Вы обижаетесь на того черного риэлтора, который вас обманул? Или вы его как-то оправдываете? Я его простил, и Володя, я тебя прощаю, значит, Бог тебя не накажет. Володя рассмеялся от души. Потом я пришел к следователю на очную ставку и услышал: Владимир Васильевич не может прийти, у него умерла мама. Не злорадствую, но констатирую факт. Я его не обманул. Бог его наказал. Если жилплощадь я себе вернул, хоть в другом месте маму он свою не вернет. Царство Небесное. Все люди добрые, сказал Иешуа Понтию Пилату, о чем первым узнал Михаил Павлович Булгаков, перед всем узнал мастер, узнал Маргарита, а потом и мы, читатели. Так что кто недобрый, значит, двуногий дикарь, как я его называю. А у вас есть какие-нибудь мечты? Вернуться туда, откуда меня, что называется, выселили. Меня туда принесли из дома, поэтому я считаю родиной, и даже получив эту комнату, не считаю себя не бомжом. До сих пор считаю себя бездомным, что я живу где-то, нахожусь, вернее, а жить дома.